Мы продолжаем. С вами Олег Жилнин, журналист. Управление Госжилнадзора сейчас проверяет новые объекты, которые будут вводиться в строй на предмет комфортной среды. Сейчас мы находимся на Якутской 11. Это первый этап ввода этого дома. Здесь применена еще одна технология, как мне объяснили, электрический пандус. Давайте пойдем и посмотрим и узнаем, что это такое. Задом сюда подъезжает. Сейчас я протестирую, сейчас человек подъедет на коляске. И посмотрим. Он сюда задом подъезжает. Человек, который его должен поднимать, подходит. Разблокирует его. Он сюда подъезжает, получается, ручки сюда заводятся, фиксируются с этой стороны и с этой стороны. Затем включаем аппарат сам, сдвигаем ножкой и все. И самое главное, нужно пристегнуть. И все. И затем он должен уже поехать. Сколько таких оборудований здесь? Здесь на 3 подъезда одна штука. На 3 подъезда одна штука. А есть специалисты специальные, кто этим занимается, или консьержки будут этим делать? Ну, скорее всего, консьерж будет. То есть Трансстрой будет управляющую компанию делать специально, да? Да. Для такого дела. Не, у нас управляющая компания есть. А, Но есть? есть. Но дело в том, что там нету в штате консьержа. Это по желанию жильцов. Если они захотят консьержку иметь, тогда будет консьержка. А в штате УК нету. А есть, консьержа. кстати, ответственность за вот этот аппарат? Но это будет человек у УК. Этот аппарат Этот будет передается. относиться к общему имуществу Дома, да? дома. Дома, да. И, соответственно, ответственность за его хранение, эксплуатацию, ремонт, это все будет возложено на управляющую компанию. Более того, на его содержание и ремонт, поскольку оно относится к составу общего имущества, будут тратиться деньги, которые собираются в плату за жилищные услуги. Но тут хотелось бы, чтобы все-таки информирование где-то было, да, что в данном доме есть такое оборудование, которое позволит поднимать, да, колясочников, чтобы это было в подъездах где-то размещено, чтобы телефон был для вызова, да, людей, которые будут вот этим оборудованием включать и поднимать людей. Это как комментарий Натальи Жусовской. Есть. Вон за вами. А можно представить? Главный инженер ООО «Трансстрой». А можно спросить, вот эта практика, вы где-то ее увидели, узнали, у кого взяли? Это мы как уже третий объект так ходим с таким, да. И эффективность его уже доказана. Еще никто не пользовался, честно говоря, никто не пользовался. А может не знают просто? Не, ну почему не знаю? Есть же информация, есть УК, который у нас на 17 квартале. Там в УК есть тоже наличие такая. И там есть информация у них, что такое подъемник есть у них. А кто? Да я зачем спросил, просто эксплуатация вроде бы иностранного производства же, да? Российского. Сама техника чья? Это, по-моему, импортная. Импортная. А как ее, если она сломается? Не, ну как сломать? Здесь такого, она же не сложная. Здесь она аккумуляторная подзарядка и все. Меня интересует, вот вызвала я, с кнопочкой вызвала, вышел ко мне, вот зима, вышел ко мне через, сколько выйдет ко мне обслуживать вот этот аппарат специалист. Если это управляющая компания, здесь только консьержка. Да? Я буду сидеть специалиста ждать полчаса, 1,5 часа или 15 минут. Как вот человек с коляской вышел из машины, нажал на кнопочку, должен тут же подойти специалист, который пересадит его вот на этот. Причем этот специалист должен иметь навыки, пройти сертификацию, иметь сертифицированные услуги, что он может разговаривать с инвалидом, общаться, понимать его, потому что многие, может быть, просто плохо говорят. Во-вторых, он должен уметь пользоваться вот этой техникой. И насколько он, поскольку он работник управляющей компании, он на месте не сидит, у него должностных обязанностей море,
насколько он готов вот тут же прибежать, тут же обслужить, завести и Нет, в спустить. таком-то случае надо заранее предупреждать УК. За, что, да. за 3 дня или за 3 часа. Нет, там хотя бы за 3 часа, за час предупредить, сказать, что. Потому что УК у нас мобильный, машина, техника, все. И скажут, что через час подъедет инвалид. Вот на практике я это очень сомневаюсь, что это будет вот удобно, комфортно для человека, которому это есть необходимость этим пользоваться. Но здесь пока я не вижу других вариантов. В этом случае. Есть подъемники, Подъемники, есть пандусы. подъемники у нас тоже не пойдут. Почему? Потому что это подъемный механизм, его надо сдавать Ростехнадзор. Ну вот, вы знаете, если я сопровождающий человека, который нуждается в транспортировке, то я лично вот этим пользоваться не могу. Не, ну, Если будет говорить у нас- о специалисте, который будет в ВК сидеть, это время, это заявки, это, ну, это комплекс целый. Мне самый лучший вариант делать заранее заявку. Ну, за час, за два. Сказать, что во столько-то подъедет Кому-то в человек. Я гости, там- наверное, едут, да? Да. Хозяин должен, наверное, в управляющей компании есть телефоны, заранее предупредить, что, допустим, ориентировочно в 2 часа человек будет. И уже здесь надо как бы механизм уже отрабатывать работы управляющей компании и вот работы, значит, с этими людьми. Здесь как бы это уже как бы функции не строителей, а уже управляющей компании, эксплуатирующей. Уже жизнь пошла уже у нас получается. Поэтому Пожалуйста. Каменок Сергей Федорович, Кто? строительный контроль. А это означает, что у нас консьержи, инженеры появятся. Я правильно понимаю? Теперь бабушки сидеть не будут? Нет, здесь вопрос в том, что консьержку выбирают, опять же, добрая воля жильцов. Они могут как взять ее, так и отказаться. Это их квартплата. Как бы тоже дальнейший вопрос. То есть... Но, да, это же такой вопрос. Сигнал, но с другой стороны, мы тоже с управляющей компанией этот вопрос прорабатывали, что, скорее всего, эта функция будет диспетчеров. Если кому-то это диспетчер, тут же предупредили диспетчера, кто живет здесь, и уже по ориентировочному времени уже специалисты будут приходить кто, чего и как. Ну не обязательно жить, не все же здесь жить. Нет, ну, будут. кому-то в гости, ну, кто-то всё равно- Офис вашей управляющей компании какая? Где? 17 квартал. В 17-м квартале. Это сколько там? А здесь рядышком совсем. Рядом, Скажите, да? пожалуйста, имя и должность, как правильно назвать. Каменок Сергей Федорович. Строительный контроль. Вот Трансстрой. Можно спросить, где этот аппарат вообще хранится, да? То есть, Помещение когда, консьержки. На первом то этаже. есть консьержка должна это дело поднять? Не, ну, по этому только что и Ну, если говорили. вдруг О, специалист... мы сейчас продемонстрируем. Давайте покажите нам на деле. Давайте на деле нам. Агрегатор. Вот агрегат. Так, давайте... Да. Здесь можно, да, сесть? Да, конечно. Так, давайте молодого человека кого-нибудь попросим. Полегче или потяжелее? Давайте сядьте вы потом расскажете нашим инвалидам. И не только наш... Не, ну давайте для начала все-таки молодого Сейчас, человека. Да, который спрыгнуть может, да? Да, если что не так, да. Ростехнадзор, если что... Так, дорогие друзья, тадым, первый раз в первый класс. В первом этапе Якутская 11 испробуется подъемник электрический. Сейчас посмотрим. Одного человека был опыт, да? Потому что на самом деле это сертифицированные услуги. Эксплуатировать не будет, понимаете? А Данное у вас есть в управляющей компании специалист на уровне техника, а не инженер? Очень много вопросов возникает, но мне интересно, как это работает. На послезавтра вот эти услуги. Главный инженер Трансстрой нам подсказал о том, что еще не пробовалось, так что первый раз в нашем эфире вы увидите, как это делается. Так, смотрим. Подойди туда. Так, технически смотрите, как это происходит. Захар Николаевич, ну сбурил. Да. Сразу говорю, еще раз говорю, первый раз испытывается, судя по всему. Нет, правильно, что как бы тот раз приезжали, он говорит, ну зачем я буду рисковать, должны специалисты быть. Как бы. Вопрос. Так, серьезный. потихоньку. Не спешите, ребят, не спешите. Не, ну такое ощущение, ну правда, как космонавт, ё-моё. Целое дело. Действительно, консьерж-инженер будет у нас здесь. Не все так просто. Может лучше не привязывать, чтобы сорвался. Не, ну давайте уж по полному циклу сделаем. Как время? Вот зима. До 30
Нет, здесь к тому времени уже будет человек-специалист обученный. Это ребята красивые строители. Это чтобы спрыгнуть. Вы на всякий пожарный пристегнитесь, чтобы вы Для того, чтобы понимали. спрыгнуть. Таки он наоборот. Да. О, Как правда спрыгнуть? страшная конструкция. Нет, на самом деле так и есть, да, полулежа. Полулежа. Колеса поднялись и висят. Так. А просто интересно, как он... Ну да. Очень интересно. Я согласен, летом это здорово, Да, и вот в таком а зимой это под 40 градусов я ж помру. Зимой будут два мужчины, человека. А он больной, что нет. Он выехал, простужается моментально. Так, достаточно плавный вход. Очень хорошая штука, оказывается. Видите? Так, надо ее приметить, она, кажется, универсальная, не только инвалидов возить. Смотрите, как легко она берет эти. Можно. Кстати говоря, одно из интересных таких решений. Вам комфортно, вот вы едете? Да, даже понравилось. Спокойно, да? Так, теперь мы ее в подъезд, да, вот в подъезд заходим. Давайте в подъезд зайдем. Все-таки как она в подъезд зайдет? Так. Я к тому, что действительно достаточно, я хочу сказать, что для инвалидов это большая проблема. Представляете, такие большие ступени. Сейчас надо зайти еще в подъезд. Ну, смотрите, как она. Раз, два. Высота ступени большая, не подскажете, сколько большая? Большая, да? Ну, не стандарт, да? Одна... Так, и посмотрим сразу, где здесь у нас... Лифт на каком этаже здесь? Лифт на первом этаже. Давайте к лифту подъедем, чтобы понимать. Ну, там тоже лестница. Слышно, я ждала. Это не подъемник, а целый вездеход получается. Так. Так, я присматриваюсь, заметьте, в новых домах нету таких ступенек, как... Все уже, отсюда уже самостоятельно. Вот, видите, здесь тоже ступени, здесь спокойно он ходит. Все, вон приходит. А мне сказали, что здесь лифт хороший. Давайте посмотрим. А вот смотрите, здесь кнопки находятся. Ну вот, для инвалидов специальная панель. Вот смотрите, вот это специальная панель, якутская один, специальная панель. То есть для этого, для удобства, для колясочников. А вот сзади меня находится уже стандартная панель для людей, так сказать. Видите разницу, да? Уровень действительно разный.
А у вас лифты это импортные или российские? Импортные. Импортные. А вот эта штука дорогая, нет? Не дороже пандуса, а? По цене? Не скажу. Не скажете? А кто может подсказать? Не подскажу. Может это дешевле? Андрей Анатольевич знает. Андрей Анатольевич, а по себестоимости Она дороже, чем подъемник, самый дешевый. подъемника, а пандуса, строительство пандуса? А здесь нет возможности такого, по таким градусам делать пандусы. Ну, просто расстояние. Конечно, там же надо выдерживать там градусы. Там, по-моему, до 12 градусов надо, чтобы подъем был. А если делать, там на 2,5 метра уйдет метров 30 на длину пандус делать. Ну там расстояние там между подъездами не позволяет. Не, у нас вещи фигурные здания. А может такой вопрос? Вы сказали, что за обслуживание этого аппарата, получается, будет платить жители, да, управляющая компания. Она же как общедомовое, она входит как... Если, допустим, жители здесь, ну скажем, 1000 человек, из них там 30 человек только инвалиды, платить будут все или только инвалиды? Все. Все будут. Все. Все будут платить Да. за инвалидов. А Да. вы не считаете, что другие жильцы будут жаловаться там? Все возможно, потому что это не гарантированно. Даже если мы поставим подъемник, там же электроэнергии тоже, обслуживаем все, это Ростехнадзор, все. Это все будет самое у каждого жильца. А сколько, получается, жильцы платят за... Это не скажу, это надо делать расчет. Ну не дороже мусора, наверное, нет? Не. Оно будет входить в состав техобслуживания, общее имущество. Техобслуживание, ремонт, общее имущество. Отдельной графы не будет. Данное оборудование будет относиться, будет в составе общего имущества и, соответственно, будет содержаться, ремонтироваться, эксплуатироваться за счет платы на содержание и ремонт общего имущества. Вы сказали, что у вас уже на других объектах устройство уже есть, и вы не пользуетесь, да? Ну мы как показали, все это запустили, все показали, ну дай бог, пока никого не было таких на коляске. А как давно стоят вот такие объекты? Мы скажем, тут самый первый объект с таким Ну, аппаратом. это, по-моему, первый мы аппарат где-то лет 5 назад отдали такой. Да. И никто еще не было ничего. Ну, тут, скорее всего, не информированность населения. Тут надо где-то доска объявления будет и обязательная информация о том, что для обеспечения поднятия, да, маломобильных людей есть вот такое-то оборудование, которое находится там-то, там-то. Для того, чтобы вызвать, не предварительно, например, как они говорят, предварительно надо созвониться, да, с управляющей компанией, телефоны должны быть, да, когда время работы и так далее. Все. Не, ну это Всё когда это УК придется, возможно. на объявление будет. Самое главное, чтобы люди знали, что такая возможность здесь обеспечена. Ну а как вы считаете, с точки зрения нашего северных условий, данное решение, оно Ну, на является сегодняшний решением? день но самое такое оптимальное, понимаете? Еще раз повторяю, у нас сваи, у нас фундаменты. Такой подъемник, который подлежит, да, регистрации в Ростехнадзоре, обслуживанию, получению специального аккредитования и так далее, это будет очень затратно. Это то же самое, как обслуживание лифта. Лифты у нас обслуживаются специализированными организациями. Дополнительный договор должен быть заключен, правильно, и дополнительная плата. Ну, есть такая возможность, что можно в тех административных зданиях, где нет возможности поставить стандартный экспертный пандус, использовать вот такие подъемники, да? Я правильно понимаю? В части объектов соцкультбыта административных, они уже по закону обязаны были уже года 2 назад обеспечить, да, любым оборудованием для обеспечения доступа маломобильных групп населения. Мы сейчас говорим о тех объектах, жилого назначения, которым нету таких обязательных требований, но при этом, значит, есть закон, есть свод правил и есть мероприятия, которые предусмотрены в проектной документации. И эти мероприятия на сегодняшний день в данном доме реализованы в виде вот такого оборудования, подъемника, который обеспечивает, То есть Ратстрой имеет право этого не делать, я правильно понимаю? это в проекте заложено, предусмотрено. Проект имеет положение заключения экспертизы, и это оборудование обязано быть. Без этого оборудования объект бы не был принят. То есть ваше управление говорит о том, что если не будет таких конкретных
решений, ну, то ли пандус, то ли вот такие подъемники, то объекты у застройщиков не будут применяться. Если предусмотренные мероприятия по обеспечению доступа в проекте не будут реализованы на объекте, тогда, конечно, заключение, соответственно, не будет выдано. Еще раз повторяю, предусмотренные в проекте. Поэтому мы сегодня пригласили проектантов, застройщиков для того, чтобы при разработке заданий на проектирование, при разработке самих проектов, да, учитывали все требования. И как это на деле реализуется. Трудно, не трудно, есть возможность, нет возможности. Спасибо. Еще скажите, пожалуйста, у вас проект когда прошел экспертизу, когда он был разработан, в каком году? С 17 года. 17-го года, 2 года назад, даже и ранее. Но тем не менее Начали решение работать в 17 году. решение- Проект Да, заложен. это уже было заложено вот такое оборудование. Спасибо. Ну, я хочу сказать, заметили новый подъемник, заметили новое решение, нигде нет порогов. Вот это. Да, и можно спокойно ходить. Осталось еще бы немножко здесь, наверное, решить проблему, кто будет заниматься, консьерж, инженер, я так это понимаю, который бы постоянно этим была задача.